Понедельник, 17 января 2025 года. Мы начинаем очередной прямой эфир «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И эта трансляция идет в YouTube-канале, а также в Telegram-канале нашего медиапроекта. Все, кто присоединяются прямо сейчас или посмотрят нас после в записи, это наши дорогие друзья, поэтому мы вас всех приветствуем. А все, кто прямо сейчас здесь находится, присоединяйтесь к разговору. Для этого есть чат трансляции. Давайте делать эфир вместе. Нам есть о чем поговорить, нам есть что вспомнить, есть что проанализировать. Вчера, 16 февраля, исполнился ровно год со дня убийства, со дня смерти главного политика всех последних лет в России Алексея Навального. И, конечно, мы не можем эту тему обойти, мы о ней так или иначе будем вспоминать. Тем более у меня собственное есть наблюдение на этот счет. Вечером вчера я посетил встречу вдовы политика Алексея Навального Юлии Навальной со всеми желающими, скажем так, которые собрались здесь, на большой площадке церкви кайзера Вильгельма в Берлине, для того, чтобы послушать, что Юлия Навальная скажет, для того, чтобы подписать книги, кто желал получить автографы. В общем, встретиться друг на друга, посмотреть. И в моем случае как раз это было именно так. Помимо того, чтобы послушать непосредственно Юлию Навальную, я смог увидеть много интересных, хороших людей, в том числе наших земляков, выходцев из Башкортостана, из соседнего Татарстана. Благо, у нас есть такое сообщество, скажем, в котором мы общаемся и периодически, как минимум раз в 3 месяца, встречаемся на то, чтобы просто поговорить, познакомиться. Тем более, что на эти встречи приходят постоянно новые лица, новые люди. И вот за буквально 3-4 встречи я уже могу сказать, что круг знакомых очень и очень расширился. В общем, так или иначе, годовщина – это всего лишь символическая дата. Понятно, что никаких важных, громких событий в связи с этой датой не произошло и не должно было, наверное, произойти. Но это повод вспомнить очередной раз, оценить значение, роль человека в жизни, в истории страны, недореализованный потенциал также оценить. Оценить степень цинизма и преступности режима, который пошел на то, что пошел, в конце концов, не дав возможность людям, миллионам людей в стране реализовать свое реальное конституционное и человеческое право быть избранными и избирать, в конце концов, того или тех, кого они считают нужным. Благо, эти люди были и есть, опять же, кадры с улиц городов, прежде всего Москвы, конечно, со вчерашнего дня свидетельствуют о том, что люди остаются и внутри страны, и их много, и они даже не боятся, к счастью, пользуются любой имеющейся у них возможностью, не будучи, будучи в относительной безопасности, все-таки продемонстрировать свое отношение к Навальному лично и ко всему происходящему в частности. В общем, давайте помнить так или иначе, несмотря даже, может быть, на то, что есть определенные разногласия с его высказываниями или, например, с высказываниями его вдовы по поводу того, какой должна быть судьба национальных республик. Мне кажется, это частности, о которых можно рассуждать, тем более, что рассуждать время есть. Еще не пришло время принимать решения и действовать, исходя из выбранного сценария. Ну а в целом, опять же, та платформа, которая была в основе деятельности Алексея Навального, она, мне кажется, безусловно, так или иначе откликается в душах любого, кто имеет что сказать негативного в адрес правящего режима и кто хочет перемен. И неважно, в какую сторону эти перемены должны двигаться. В основе этих перемен должна быть демократизация, возможность выбирать свой путь, свою судьбу людям самостоятельно, исходя из собственных представлений на основе открытых
дебатов, открытого соревнования мнений, людей, точек зрения. В этом смысле, мне кажется, опять же, нет никаких различий. Вижу, вы присоединяетесь к нашему разговору и вопросы уже шлете. Вот, мы к ним буквально скоро обратимся. Но давайте для начала посмотрим все-таки, какие новости есть к этому часу в телеграм-канале «Эхо Новости». Да, они на месте, поэтому давайте послушаем. В Краснодарском крае обломками сбитых дронов повреждены 12 жилых домов, утверждает губернатор Кондратьев. По его словам, был атакован поселок Ильский, где находится нефтезавод. Пострадала одна женщина. Министерство обороны отчиталось о перехвате в общей сложности 90 беспилотников, из них 24 были сбиты на Кубани. Переговоры по войне в Украине пройдут в Саудовской Аравии уже завтра, сообщают со ссылкой на источники американское издание «Эксиос» и газета «Коммерсант». Намечена встреча делегаций России и США. Как передает NBC News, представители Украины не приглашены. Великобритания готова направить своих миротворцев в Украину, заявил премьер-министр Стармер. Британские власти впервые допускают такую возможность, отмечает газета «Телеграф», в которой вышла статья главы правительства. Ожидается, что эту тему обсудят сегодня в Париже лидеры стран Евросоюза. К могиле Алексея Навального в Москве накануне пришли более 5000 человек, сообщил проект «Белый счетчик». По его данным, в середине дня люди стояли в очереди более 1,5 часов. На акциях в годовщину гибели политзаключенного в 12 регионах задержали не менее 26 человек, подсчитали в ОВД-Инфо. Задержанного в аэропорту Внуково американца отпустили из СИЗО, узнали его родители. По их сведениям, 28-летний Байерс находился в американском посольстве в Москве и вскоре должен отправиться домой. Из-за конфет с марихуаной его обвинили в контрабанде наркотиков. Боевики Хамас сообщили о готовности передать власть в секторе Газа палестинской администрации, передает телеканал Sky News Арабия. По словам источников, радикальное движение пошло на такой шаг под сильным давлением Египта, куда президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев. В Лондоне объявили лауреатов кинопремии «Бафта». Главный приз за лучший фильм получил «Конклав» режиссера Бергера. Лучшим актером признан Броуди за роль в «Бруталисте», актрисой Мэдисон, сыгравшая в «Аноре». Ее партнер по фильму, номинированный на «Оскар», россиянин Юра Борисов, остался без награды. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Очень жаль, что они публикуются с аббревиатурами, точнее, с инициалами и с одной фамилией. Когда не знаешь человека, о котором идет речь, приходится пропускать инициалы имени и озвучивать одни фамилии. Я надеюсь, отнесетесь с пониманием. В моменте я, конечно же, найти эту информацию не могу, если ее нет, собственно, в голове. Вот. Ну и давайте обратим внимание на то, что вы пишете. Приветствуйте, спасибо. Альберт, значит, тут задает вопрос. Сейчас посмотрим. Про бутерброд говорила ли Юлия Навальная? Нет, не говорила. Содержательная часть была такая лаконичная, знаете, короткая. Из важного она ответила буквально на несколько вопросов и заявила о том, что учреждает премию для молодых политических деятелей и активистов. Подробности об этой премии будут известны позже. И вручаться эта премия будет в день рождения Алексея Навального 4 июня. Это вот то, что я смог почерпнуть из услышанного. А вообще такая трогательно веселая даже местами встреча была. Ну, то есть там были ролики, вспоминали они, я имею в виду Навальную и ведущую Юлию Таратуту, вспоминали, собственно, Навального, какие-то курьезные и любопытные моменты из жизни, поэтому было где и прослезиться, и где улыбнуться, соответственно. Проснулись живыми, уже утро доброе, пишет Клара Целкина, и здесь не могу не согласиться. Так, а Альберт спрашивает, добровольцы ушли на СВО, кто-то погиб, кто-то остался калекой. По вашему мнению, так им
надо, или они жертвы пропаганды, трагические личности, которые не смогли найти смысл жизни и пошли на фронт? Кто ради денег, кто ради непонятно чего, или у вас свое мнение о погибших добровольцах? Какой сложный вопрос и действительно в некотором роде провокационный. И ответ у меня такой, что отношение сложное. Иногда в порыве эмоций я могу внутри себя очень, скажем так, жестко пройтись по всем этим людям. Но по большому счету я понимаю, это не вариант. То есть, по большому счету, надо оценивать сочувствующе, мне кажется, все-таки объективно эту ситуацию, этих людей, как жертв пропаганды прежде всего. А пропаганда, мы знаем, она исключительно сильна. И не все, опять же, способны критически мыслить, не у всех достаточно кругозора, знаний, возможности эти самые знания приобретать. Мы прекрасно помним даже свои школьные годы. Я, например, точно хорошо помню, прекрасно знаю, что среди одноклассников не было тех, кто буквально вообще понимает, что происходит вокруг. И вряд ли эти люди с годами, в принципе, серьезно изменились. Вот. Тем более, если даже предположить, давайте на секунду представим какие-то перемены, ситуация изменилась, все это дело должным образом оценено, я имею в виду войну, она уже как бы негативно оценена, предположим. Но это же не значит, что нужно будет унижать, оскорблять тех, кто в этом участвовал, да, и тем более привлекать к ответственности. Это в любом случае граждане, которые оказались в этой ситуации вот в таком положении. Более того, и статус ветеранов у них должен будет быть, и льготы соответствующие должны будут присутствовать. Понятно, что день и ночь превозносить в качестве героев, наверное, это будет неверно, но вот сохранять определенную ответственность со стороны государства и общества перед этими людьми будет необходимо. Это касается вообще всех граждан, кто так или иначе сейчас сочувствует происходящему или даже помогает происходящему. Сотрудников государственных органов власти, силовых структур. Это все сограждане, с которыми жить, работать. Поэтому в этом смысле, как бы это банально ни звучало, можно сколько угодно размахивать шашкой и кричать о том, что всех к ответу привлечем там и так далее, но это контрпродуктивно, скажем так. Для таких случаев существуют механизмы массового, я не знаю, покаяния и массового прощения. Опять же, это надо осознать заранее, и даже если долго еще возможностей для того, чтобы это все реализовать не будет, так или иначе морально к этому готовиться. Даже если это кажется неправильным на данном этапе. Ну что ж, к новостям все-таки у нас их довольно много. И вот в продолжении нашего разговора, вдогонку, скажем так, новость о том, что вчера в Уфе происходило в годовщину смерти Алексея Навального. А в Уфе пошли проторенной дорожкой и задержали как минимум 2 при возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Еще раз, не за массовый митинг, митинга массового не было, а за то, что люди пришли возложить цветы. Причем задержанные это адвокат Сергей Макаренко, известный адвокат, который защищал, например, Лилию Чанышеву. Значит, у него при себе не было паспорта. Вот так вот оказывается. Получается, во-первых, сам по себе вопрос, зачем у него паспорт, спрашивали, возникает, да? Ну, а во-вторых, придрались к этому в итоге и нашли повод для задержания. Вторым задержанным был некто Тимур Калимуллин. К сожалению, кто такой, сказать не могу. Правозащитники со ссылкой на свою подписчицу сообщают. Полицейские спрашивали у людей, которые приходили к памятнику, их данные. Тех, кто отказывался их назвать, задерживали. Вот все, что нужно знать, опять же, о том, как действует наша правоохранительная система. Посреди улицы, посреди бела дня, где ничего не происходит, где люди даже плакатов в руках не держат, а просто держат в руках цветы и возлагают их в известное место, официально действующее место, их просто так задерживают.
О чем это говорит, кроме как о том, что власть хочет запугать людей окончательно, чтобы никаких вообще вопросов и телодвижений в сторону альтернативного мнения не возникало. На этом фоне очень красноречиво смотрится следующее видео, которое сейчас вы увидите. Оно снято на территории Уфимского спортивного комплекса «Уфа-Арена» на одном из матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев». Обратите внимание, как кто-то из числа таких официальных, скажем, фанатов хоккейного клуба «Салават Юлаев» вывешивает на Уфа-Арене имперский флаг. Тот самый флаг, который стал в последние месяцы яблоком раздора на фоне его сожжения и последующего задержания молодых людей из Башкортостана. Сейчас выношу за скобку эту самую историю и просто сосредотачиваюсь на том, что мы видим на хоккейном матче. Хоккейный матч. Территория как бы официально вне политики. Над куполом Уфа-арены традиционно всегда были вывешены государственные флаги стран, чьи команды являются членами КХЛ, что можно понять. И, кстати, в нормальные годы, в цивилизованные, там было много государственных флагов, в том числе флаги Финляндии, Словакии, по-моему, да, откуда был хоккейный клуб «Слован», флаги Украины там висели наряду со всеми. И было все замечательно. И, в общем, это тоже все понятно. И вот сейчас хоккейные болельщики, которые должны использовать исключительно атрибутику Салавата Юлаева, используют, по сути дела, провокационные в политических целях флаги имперского, значит, периода. Причем не просто имперского периода, а с дополнительными надписями. И это флаги, которые сейчас используются русскими, непосредственно русскими, я подчеркиваю, не российскими, русскими националистами. Вообще, в принципе, если говорить о демократии и плюрализме мнений, я в хорошем смысле ничего плохого в разных флагах не вижу. Но тут надо важные аргументы обратить внимание, скажем, зафиксировать. Когда другие, скажем, народы и люди какие-то альтернативные флаги используют, у нас в стране, в России, это признается экстремизмом. Условно говоря, если выйти на улицу или прийти, тем более на хоккейный матч, не с действующим флагом Башкортостана, а с тем флагом, который используют башнациональные активисты, это тут же будет пресечено, и нет в этом никаких сомнений. И человек будет обвинен в экстремизме и отправлен в тюрьму, а не просто оштрафован по административной статье. Когда другой альтернативный флаг использует, скажем так, оппонирующая сторона, к ним вопросов никаких не возникает. Мы ничего не знаем о том, что администрация хоккейного клуба «Салават Юлаев» применила какие-то меры к этому болельщику. Знаем? Нет, не знаем. И тем более мы ничего не знаем о том, что полиция задержала этого человека и какие-то меры к нему применила. Ему все можно. Ему и ему подобным. А коренным жителям Башкортостана, тем, у кого есть тоже свои какие-то политические воззрения, какие-то претензии, вопросы, этого делать нельзя. И потом, как говорится, не спрашивайте, откуда берется тот самый, ну скажем так, злобный национализм, вот который вы осуждаете. Я сейчас говорю, обращаясь к властям. И откуда берется нетерпимость и межнациональная рознь. Потом не спрашивайте, откуда все это берется. Вы сами ежедневно, не своими руками порой, а вот руками каких-то, извините меня, придурков, это дело провоцируете и, соответственно, делаете это не просто возможным, а делаете это неизбежным буквально. Столкновение на межнациональных началах. Еще раз, я могу, как говорится, забрать свои слова обратно, если я узнаю, что после вот этой выходки с флагом на матче с хоккейного клуба «Салават Юлаев» будут применены жесткие и строгие меры в отношении того, кто это сделал. Возможно, это было сделано не по согласованию, но будут ли меры приняты? Будет ли после этого подобное недопустимым в следующие дни? И вот тогда и поглядим, тогда и поговорим, как говорится.
Ну а мы дальше идем. Дальше переходим, скажем так, к более рядовым новостям. Они у нас есть. В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело из-за планов построить мусорный полигон. Помните, жители возмущались, записывали обращение к Путину. Мы традиционно, ну лично я, по крайней мере, над ними посмеиваюсь, но, как вы можете судить, по этой новости иногда они добиваются своего. И вот эти вот обращения, в конце концов, если еще не в конечное решение выливаются, то, по крайней мере, ну, на какие-то действия можно рассчитывать. Потому что вот уголовное дело формально уже возбуждено Следственным комитетом, ни много ни мало. Правда, почему такая реакция? Люди просили не уголовное дело возбуждать, а отменить строительство полигона по переработке твердых коммунальных отходов, значит, для того, чтобы не травиться в своем городе. А вот в итоге уголовное дело. Ну, что говорит силовое ведомство? В рамках этого дела будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Ну, то есть, вот они решили таким путем идти. В пресс-службе управления Следственного комитета по РБ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного 285 статьей Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. Вообще статья так себе, конечно, каких-то серьезных санкций в отношении, видимо, еще не установленных лиц ожидать не приходится. Но если благодаря этому процесс строительства будет прекращен или даже не начат, ну, наверное, можно считать определенной победой наших гражданских активистов. Тут, конечно, возникают риторические вопросы. А не могли бы вы, раз вам что-то удается, дорогие стерлитамакцы, еще и других требований поднакидать, выборов честных потребовать, еще каких-нибудь таких, знаете, политических изменений? Шучу, конечно, я прекрасно понимаю, что политические требования сейчас исключены, они невозможны, и в этом смысле все-таки надо отдать должное. Раз люди, пользуясь теми оставшимися окнами возможностей, добиваются конкретных целей здесь и сейчас у себя на местах, значит, в этом смысле они молодцы. Этого нельзя отрицать. Тем временем наш Курултай, госсобрание, я имею в виду, удивили тем, что позволили себе не согласиться с федеральной властью. Помните, да, мы говорили об изменении в законе о местном самоуправлении, об упразднении сельсоветов, то есть такого самого приземленного и близкого к людям звена муниципальной власти. И на фоне этого мы наблюдали, как глава Татарстана Рустем Минниханов возмущался этими изменениями и говорил, что нет, нам они не подходят. Я лично задавался вопросом, а где Хабиров? Почему он на эту тему молчит? И, конечно же, мы тут же делали вывод, Хабиров никогда в жизни ни за что на свете не раскритикует ничего. Даже если федеральная власть примет закон, обязывающий его лично ходить на ушах, он беспрекословно этот закон будет выполнять, потому что президент велел. Ну, он же, это его как бы стилистика, это не я придумал. Он всегда говорит, что ему не хочется краснеть перед президентом. Президент, направо-налево президент. Никакого народа за ним нет, есть только президент. Вот он помалкивает, конечно же, по поводу любых инициатив. А наш Константин Борисович, по крайней мере, не очень публично, но в форме пресс-релиза таки высказался. Значит, необходимо предусмотреть возможность для регионов самим определять уровни построения муниципальной власти, отметил спикер Госсобрания. По его мнению, это позволит сохранить доступность предоставления муниципальных услуг населению, обеспечить инфраструктурную взаимосвязь между населенными пунктами и поддерживать общественно-политическую стабильность на территории. Даже слово «политика» не побоялся использовать, надо же. В стране, где политика запрещена и ею заниматься нельзя никому, наш Константин Борисович позволил себе это слово использовать. Как бы чего не вышло. Вы понимаете, что я немножечко утрирую, но, в общем-то, смысл именно в тот, который я закладываю в эти слова. Вы поосторожнее, пожалуйста, там. Не дай бог, опять же, не те времена, когда можно хоть с чем-то не соглашаться, тем более таким регионом, как Башкортостан.
Дальше. Дальше двигаемся. Пруфы довольно-таки неоднозначную, ну, как они это любят, новость публикуют. В кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан обнаружили русофобную картину. Вот так вот. Значит, в своем телеграм-канале член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям и научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, некто, отметил изображение, которое находится, значит, в виде огромной картины или панно на стене помещения, где вот указанный нами зампредседателя Дум работает. Картина, о которой говорит Дюков, называется «Калка». Автор ее Ильдар Акжигитов. Нарисована она была к 800-летию сражения на реке Калка между Золотой Ордой и российским государством. Слушайте, на Калке, по-моему, битва была еще не с Золотой Ордой, а, скажем так, с формированиями, которые ей предшествовали. Но не суть важно, да? Понятно, что это были монголы. Вот. Висит картина в кабинете Мухиддинова, где он принимает гостей и обратившихся. Например, там прошла встреча с полномочным представителем председателя Дум РФ в Уральском федеральном округе имамом Артуром Мухиддиновым и его первым замом Рошаном Камалетдиновым. В общем, вот так вот. Видите, имперский флаг, еще раз, можно вывешивать и, значит, демонстрировать на хоккейном матче Салавата Юлаева. Салавата Юлаева, то есть национального героя, в честь которого назван хоккейный клуб, национального героя башкирского народа. В этом еще отдельный, знаете ли, цинизм есть, кстати, не обратил внимания в моменте, когда об этом говорил. Тоже важный момент, конечно. Хотя тут и без того называется наш хоккейный клуб, само по себе вывешивание подобного атрибута на спортивном мероприятии – это уже вопрос. Ну вот, возвращаясь к теме с этой картиной. Соответственно, тем можно, а здесь, пожалуйста, всего лишь творческий момент, картина, этого делать нельзя. Тем более, если учесть, что битва на Калке славянами русскими была проиграна, и действительно, скорее всего, сюжет, изображенный на картине, мог иметь место, у нас возникают, видите ли, вопросы, что нельзя подобное демонстрировать. Тем более, что, кстати, демонстрация идет не в публичном месте, хотя имеет право и публично демонстрироваться, безусловно. Таким методом, наверное, скоро из Третьяковской галереи картина «Апофеоз войны» также будет удалена. Картина, я напомню, представляет из себя целый курган из черепов, да, и нарисована она была художником, который долгое время провел в Центральной Азии. Ой, как же его фамилия? Сейчас из головы вылетела, не назову, но я думаю, что любой, кто не знает, легко загуглит и картину, и автора, и поймет, скажем так, тот факт, что эта картина находится в Третьяковской галерее на данный момент, пока еще в Москве. Вот. А может быть удалена, опять же, если действовать согласно тому тренду, которому следуют наши власти и те, кто этим властям прислуживает. Друзья, я напоминаю, что у нас эфир прямой. Как-то вы замолчали в чате. Не вижу, не слышу вас. Вот. Тут, кстати, уточняющий вопрос от Нетворка по поводу того, как относиться к тем, кто сейчас способствует государственным преступлениям, тогда, когда будут изменения, являются ли военные преступниками. Вообще, на этот счет, даже если какие-то суды теоретически будут проведены, в конце концов, не должны будут люди нести реальных наказаний, как минимум. То есть они должны будут быть все амнистированы тут же. Вот, опять же, надо говорить, что должно быть все это индивидуально. Тоже верно. Вот. И если там будут случаи какие-то связанные с массовыми жестокими преступлениями, то, наверное, по-другому нужно подходить. Но с другой стороны, опять же, если эти преступления совершены людьми в период исполнения ими, так скажем, государственных приказов, это все не совсем
то, как могло бы быть в случае обсуждения каких-то частных лиц. Сложная материя. Тут, наверное, я не такой уж и специалист, чтобы окончательно, как говорится, выдавать рецепты и правильные суждения. Но вот тренд, да, и сторону, в которую нужно смотреть, я примерно обозначаю. Тут скорее именно как гражданин, как человек, обладающий собственной позицией и мнением. Тут даже не журналистская позиция, а именно гражданская позиция звучит. И оценочное суждение, опять же, исходя из тех знаний и пониманий, которые есть в голове. Кстати, еще же одна новость у нас есть, скажем так, вдогонку. Давайте посмотрим небольшое видео из Оренбурга, где 15 февраля отмечали День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Там губернатор Денис Паслер обратился к оренбуржцам, участникам военных конфликтов и их семьям. Понятно, что 15 февраля – это годовщина вывода войск из Афганистана. Обратите внимание, как сильно сейчас эта дата выпячивается. Так вот, в Оренбурге, опять же, массово наблюдаются вот эти черно-желто-белые имперские флаги с дополнительными надписями, которых, надо сказать, на имперском флаге в свое время не было. На секунду представим себе, что в Оренбурге на центральной улице прошли люди с флагами, ну, например, Башкортостана, даже действующего Башкортостана. Мне кажется, это представить себе практически невозможно на сегодняшний день. Но людям, несущим действующий триколор и триколор из прошлого, все можно, и это происходит на центральной улице. Как я понимаю, шествие двигалось по улице Советской, это большой оренбургский Арбат, так называемый, где действительно есть где погулять и пройтись. В общем, тенденции налицо. И даже если ты пытаешься не соглашаться с, например, признанным иностранным агентом Русланом Габбасовым и говорить, что вот он радикален, что он перегибает палку, преувеличивает, торопится, ты вот смотришь потом вот на это все и понимаешь, что нет, в общем-то, есть прекрасные основания ему рассуждать так, как он рассуждает. Еще раз это говорю я, тот, кто еще вчера, мягко говоря, категорически отвергал любые проявления вот этой местечковости, суверенности и целиком и полностью разделял позицию, что никаких разговоров о каком-то там суверенитете быть не должно. И радовался приходу Путина, который наводил конституционный порядок и приводил региональные законы в соответствии с федеральными. Вот так бывает. И это происходит не потому, что человек был хорошим, а становится плохим. А человек просто начинает что-то понимать и глядеть правде в глаза, скажем так, оценивая ситуацию более объективно и уже с высоты своих лет, скажем так. Да, вот пишет наш зритель Network пишет, русская община – это германский трудовой фронт из Третьего рейха, схожесть стопроцентная. Верещагин, автор картины, да, был такой, скажем так, питерский, имперский художник, который в Центральной Азии на военной службе, насколько я помню, был. И увидев ужасы, кстати, покорения империи Центральной Азии, именно покорения, об этом рисовал. Вот. Удивительно, что еще его труды как-то сохранились, как свидетельство. Но, насколько я помню, Верещагин, мягко говоря, вызывал вопросы у руководства своим человеколюбивым отношением к местному населению. И тем, что он все-таки считал любую войну ужасом. И обратите внимание, в истории официальной, о которой мы с вами помним из школьных курсов, университетских курсов, никаких сведений о том, что какие-то жестокие войны были в Центральной Азии. Ничего нет. Мы знаем картину Верещагина «Апофеоз войны». С чего он ее там нарисовал, спрашивается. Никто почему-то вопросом не задавался. Гора черепов перед ним, значит, возникла. Просто так, что ли? Это к вопросу о добровольном вхождении той или иной земли в состав царства, империи, как хотите. В общем, это все очень интересно.
Э, Значит, дальше двигаемся. Зато так называемые действующие провластные или околовластные духовные лидеры снялись у нас в фильме за бюджетный счет о поездке в зону СВО вместе со звездой сериала «Интерны». Ну, это заголовок издания УФА-1, видимо, для того, чтобы внимание привлечь зрителей. Тут важно что? Те, кто сидят на государственных, скажем так, потоках, ну и входят в ряды таких ярых активистов и Z-патриотов. В частности, это протоиерей Виктор Иванов, мой в недавнем прошлом коллега по Совету по правам человека, а также имам Хамза Хазрат Хафизов, российский актер с ними Илья Глинников, съездили из Уфы в Донецк в составе, судя по всему, гуманитарного конвоя. И все это дело фиксировалось на пленку. И вот теперь, значит, это все смонтировано в виде кинопродукта, который, знаете ли, где демонстрируется? По-моему, прямо в концертном зале, в киноконцертном зале «Россия» в Москве на Пушкинской площади. Знаете, раньше там демонстрировались премьеры с Аленом Делоном и прочими мировыми знаменитостями, которые ходили по красной ковровой дорожке. А теперь там демонстрируется этот лубочный пропагандистский продукт. В общем, ну, какие времена, такие и продукты, опять же. Удивляться не приходится. Дальше. УФА-1 и «Аспекты», кстати, и многие другие написали официальную информацию, которая, наконец, поступила по поводу так называемого педофильского скандала с Белорецком. Так вот, судя по всему, как вариант, я допускаю, что, возможно, ситуация действительно немножечко раздута, но либо все-таки, что наиболее вероятно, на мой взгляд, ее решили замять. Из чего я делаю такие выводы? Уголовное дело в Белорецке возбуждено по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Двое признанных в качестве потерпевших граждан не относятся к категории детей-сирот, то есть якобы девушки никакого отношения к детдому не имели и не имеют. Обвиняемый, он один якобы, находится под стражей, и выполняются сейчас следственные действия в отношении него. В Следственном комитете отметили, что тиражируемая в социальных медиа и СМИ информация о нескольких фигурантах уголовного дела и большом количестве потерпевших не соответствует действительности. Ну что ж, как говорится, по ощущениям моим, в данном случае ощущения, конечно, как говорится, не пришьешь, но они такие, что есть вероятность в данном случае, что скорее это может быть правдой. Вот то, как они это описывают. Но как вариант, это, конечно, может быть попыткой действительно избежать крупного скандала общероссийского масштаба. Все может быть. Когда созданы такие условия, когда ты не веришь, да, буквально ни одному слову официальных данных, вот этих вот пресс-релизов и прочего, допускать можно всего чего угодно. В конце прошлой недели издание «Медиакурсеть», которое также об этом писало, сообщило о том, что в адрес редакции поступили угрозы. Надо сказать, что в бот обратной связи «Аспектов» также приходило сообщение крайне жесткого содержания. Там было написано в духе того, что если редакция не удалит сообщения, связанные с уважаемыми в Белорецке людьми, то будет очень плохо. Причем буквально угроза физической расправы в отношении всех, кто имеет отношение к редакции. Ну, я как бы, поскольку сообщение анонимное, поскольку нельзя никак идентифицировать, имеет ли автор сообщения отношение к этим людям, я не могу. В общем, тут сложно как-то реагировать. Ну, вообще, на самом деле, если это все-таки взаимосвязанные вещи реально, тогда только за одно это сообщение этих людей, конечно же, стоило бы осудить
ну, если не на долгие сроки, то, по крайней мере, за такие выражения и высказывания, которые в цивилизованном обществе точно не используются. Но, опять же, не могу ни проверить, ни опровергнуть. В общем, просто вот к слову упоминаю, что эта история, к сожалению, имеет свое продолжение. Вообще не хотелось бы даже вот на ней останавливаться, но, к сожалению, приходится. Тем временем официальная антимонопольная служба отчитывается, что в Башкортостане на некоторые продукты за последние 3 года снизились цены. Значит, на некоторые продукты, такие как на капусту, на свеклу, морковь, оказывается, цены снизились. Не знаю, как на это реагировать. Давайте вы реагируйте, дорогие друзья. По данным Росстата, несмотря на общий рост цен на продукты, эти овощи не только не подорожали, но и иногда подешевели. Хомяков, руководитель ведомства, добавил, что с января 2022 года наблюдается неравномерное изменение цен на продукты, в частности на овощи из так называемого борщевого набора. Он отметил, что ситуация требует дальнейшего анализа в сотрудничестве с региональным министерством сельского хозяйства. Я тут добавлю лишь то, что, наверное, все-таки инфляция у каждого своя, она индивидуальная, поэтому говорить о том, что все ощущают ее примерно одинаково, было бы неверным. Ну, а в Уфимском университете науки и технологий, это большой вуз, созданный в результате объединения БГУ и УГАТУ, так вот, в нем обещают готовить международных специалистов по геопаркам. Вот так вот. Значит, об этом сообщил Хабиров, никто иной. Оказывается, в ЮНЕСКО, причем он подчеркивает в Париже, видимо, тем самым давая понять, смотрите, в европейских столицах с нами еще дело имеют. Ну что поделать, ЮНЕСКО – это подразделение ООН, а ООН, как известно, все-таки организация, которая, ну, скажем так, Россию не выводила из своего круга, ну, поскольку и не может, в принципе. Одна из ключевых стран-основательниц ООН Россия на сегодняшний день. Может быть, поэтому в том числе ООН настолько беззубая и бесполезная организация на сегодняшний день. Значит, планируется, что кроме подготовки кадров, кафедра вот этого университета будет заниматься исследованиями в области сохранения геологического и биологического разнообразия, устойчивого туризма и сохранения этнокультурной идентичности. Ну-ну. Про этнокультурную идентичность они прямо замечательно загнули. В условиях, когда любая идентичность всех нерусских в стране исчезает буквально день и ночь, языки исчезают, значит, местные особенности и обычаи становятся запретными. Вот как они, интересно, собираются сохранять эту самую этнокультурную идентичность? Значит, совместный проект университета и геопарка Янгантау в 2020 году был первым на всем постсоветском пространстве, который вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это пишет Башинформ. За эти годы наши ученые и специалисты накопили уникальный опыт, который востребован по всему миру. Недаром заявку на открытие кафедры поддержали ведущие профильные организации из 12 стран, в том числе Китай, Вьетнам, Уругвай, ЮАР и так далее. В общем, если верить вот такого рода публикациям, то все замечательно и грех на что-то жаловаться. Все будет прекрасно. Ну вот, кстати, в завершении буквально из свеженького, да, то, что с утра они пишут. С утра они вновь анонсируют что-то массовое и невероятно масштабное. В республике пройдет большое международное мероприятие и построят спортивный манеж. Ну ладно, это уже новости, скажем так, следующего дня. Поговорим о них завтра. Вот. Ну а пока я с вами буду прощаться, друзья. Желать хорошего дня, благодарить за встречу. Я напоминаю, что мы нуждаемся в вашей поддержке. Ставьте свои лайки, пишите комментарии и делайте добровольные пожертвования. Отдельно прошу
и обращаюсь за помощью к тем, кто живет за границей и делает это, может это делать ну, чуть легче и проще, чем жители, собственно, России и Башкортостана. Хотя возможности есть для всех. Сервис Boosty продолжает работать. Ссылка в описании к этому эфиру найдется. Следите за анонсами. Я думаю, что на этой неделе кое-какие интересные эфиры у нас состоятся таки и не будут отменяться, как это произошло на прошлой неделе. Поэтому всем низкий поклон, до новых встреч и пока.